Так, ну что, одну сетку больше я поставил на глубину, потому что крупная рыба сейчас, крупная щука в первую очередь, край ямы на склоне больше попадает. А средняя и небольшая щуки вместе со всеми рыбами болтается. В траве, в смысле, край травы, в траве. Так, а где сетка? Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Утонула, и палка утонула. Ну, тогда с другой стороны возьмем. Ну что, понеслись по кочкам? Ух ты! О! Вот такой карась, блин! Японский бог! Ну, 35-ка маловато для такого. Да, поздно увидел. Блин! Он носом ткнулся, дернулся и сразу ушел. Так, ну на глубине тут нету. Да. Ну, одна сетка практически пустая. Ну, куда ты полез на палку-то? Да еще солнце глаза светило. Если бы я среагировал вовремя, я бы ее... мешок бы сделал. Ну, один несчастный окушок. Ну, ладно, бывает, что ж. Я же удачи попросил поменьше. Она выполняет. Ну, первые два ничего, там где-то пол-ведра. Да, пол-ведра и хватит. Много вредно, талия пропадет. Обычно здесь болото, а столько воды, да. Ого, почти метр, но это с реки так подняло. Так, ну эта сетка поставлена... О, кто-то есть. И там кто-то булькает. Протоки. Ну и до кучи трава. Ну, протоки условно можно сказать. Это не проток, а темная вода между кувшинками, между растениями. Ну, давай, выезжай. О! Вот я говорю, край. Щука, плотва, окунь. Ну, еще куда-то еще цепляет. Давай, отъезжай. Коряга нам не нужна. Ага. Щуку мы уважаем. Так, на протоке, в смысле на черной воде между растениями, между кубышками, кувшинками, никого не оказалось. А, не оказалось. Вон щука одна. Ну, есть тут, есть. Плотва. Ну, простите. Вон, плотва в траве. Да, пожалуй, основная рыба на этот раз плотва будет. Ну, Лариса Батьковна плотву обожает. Плотва-то, в принципе, неплохая. Нормально. Ну, редко окунь. Можно сказать, редко и щука. В основном плотва. Ну и вся любовь. Ну что, поехали? Поехали к Валерию Батьковичу. Ладно. Хотя не глобально большой улов. Пол-ведра-то точно будет. Или чуть больше. Но я, с другой стороны, на крупную стремился. Край ямы щуку поймать. А она редиска. А без щук в этом году что-то мало. Практически нету. Весной, что ли, мало зашло по маленькой воде. Не очень большое половодье было. Ладно. Нам и этого хватит. Много вредно. Ну что, приехали. Ура! Фух. Но у меня тоже легкие, Валерий Батькович, приключения были. 2 раза утки взлетели, там потом булькали эти
птенчики, а где их там увидишь? Они же ныряют, прячутся. На GoPro я попробовал снять, не знаю, попало, не попало. Надеюсь, попали. А самая главная новость, там край берега, такой здоровенный карась попадался. Он 35-ку носом залез, и, собственно говоря, у меня... Я его поднимать начал, и он мне выпал, сволочь. Ай, бабах! Похлеще бобра бабахнулся. Фу, ладно. Сейчас эти подыму. Пару сеток. Последние. Ну, одна сетка пустая, там один маленький окушок. Ну, а второй есть немножко. Ну, ух ты. Хап! Сейчас их разделим. Так, ну здесь один окунек. Да, я, собственно говоря, поставил тоже край глубины, думаю, попадет крупный хрен. Щук практически нету. Но там реально один крупный карась какой-то был. Но он не захотел попадаться. У него зубов нету, как у щуки. Слушай, мало-мало рыбы, а почти ведро набралось. Сейчас еще с этой сетки. Тут тоже вроде есть немножко рыбы. Так, куда тебя просунуть? Назад, что ли? Собственно говоря, у нас на этих озерах 3 вида основной рыбы. Это щука, плотва и окунь. И в разное время по-разному попадает. Когда щук больше, когда плотвы. На этот раз плотвы больше. Вот эта щука вон практически проскочила, но застряла. Ну и ладно. Полкило-то есть. Ну я сразу веревку, лодку поднимать приготовлю. Так, чуть не пойму, с какой стороны? Не путаться. Так, раз. И вторая. Когда ты держишь лодку, я дергаю вверх, она там на крутом склоне потом скользит вниз, а ты держишь, и, по-моему, первый сорт у нас получается. Так, готово. Ну, сначала сетку, скорее всего, потом лодку. Так, ну что, процесс поднимания лодки. О, что-то она длинная веревка. Но я лишку уберу. Рыбацкий перекур. На перекур я всегда согласен. Когда тянул там нас по склону, что-то у меня перетянулась мышца, икроножная мышца на левой стороне почему-то. Что там такого интересного было? Переведем дух. Понеслись по кочкам. Так, а где-то у меня тут одна рыба была. О, плотва. Куда ее? Ну, давай. Ну что, приятель, до следующего похода. Ну что, Валерий Башкевич, без пакетов обошлись. Ведра хватило. Нормально. Больше и не надо, нафиг. Одно ведро еще туда-сюда доточить можно. Своя ноша не тянет, но если бы, не дай бог, 4, ой-ой-ой. Это щуки просто не попали, щук не было, он единицы. Почти сплошняком плотва. Фу, на 4 сетки, нормально. Съех.
пуговицами не очень удобно. Так, сбоку туда влезет немножко. Влез. Ну что за жизнь такая, блин. Тут почему-то две пуговицы, и это свободно и цепляет. Но мы немножко полежали. Больше получаса, наверное, у нас лежанка получилась. Ну, больше полчаса. Сети подсохли. Так, ну и сверху. Так, ну что? Ой, немножко сырые. Те сухие были, а тут... Так, ну и ладно. Значит, я еще этот самый, как он называется, видеокамеру зимнюю возьму. Так, а продукты сверху. О! Пойдет. Ну, спасибо озеру за что? За рыбку, Добыть. добычу и вообще за приют, за ласку. Мы в избушку. Как хорошо, что одно ведро попало. В принципе, нормально нести. А то я помню, 4 ведра попалось. Кошмар. Пока донес, глаза на лоб полезли. А сейчас болото, по колено вода. А еще до реки, блин, топать. Мама мия. Спасибо, короче, что только не больше ведра. 12-литрового. Да, через возраст не перепрыгнешь. Хочешь, не хочешь, слабеешь. А небеса тучами затягивают. Надеюсь, мы засухо зайдем до избушки. Сейчас 5 секунд перекур. Если что, так может покапает, а большой дождь вряд ли будет. Болото есть болото. Когда по колено тонешь, лучше с палками ходить. Ура! Дошли! А самое главное, сухие. Ночью хлестал дождь, а днем вообще капли не выпало. Даже интересно, почему. Привет, избушка. Народная мудрость. Рыбы мало поймать. Ее разделать и довести. Так. Сейчас будем решать водяные проблемы. Первым делом рыба. Ух, ни хрена. Нормалек. Ты куда отстаешь от жизни? Так, ждите. Ну, у нас ведро с горкой, то бишь поджать пришлось. А вот что бабочка рыбу, что ли, любит? Полезла на нее. Эй, пупсик, ты куда? Берхолаз, блин. Мелкий, но дождик. Мелкий дождь. Моросить начал. Вон лодка тоже ударит. Ага. Так. Сейчас я посмотрел, плюс 17, это высоковато. Да. Куда рыбу девать до завтра? Завтра полным газом, блин, домой шпарим, чтобы максимально сохранить. Засолил от души. Больно тепло. Так, а что гадать? У нас особо и гадать-то нечем. Лучший холодильник – это вода. Жалко, течение мимо идет. И вода испаряется, все равно температура ниже. А я брудни не один. О, туда далеко. Так, давай. Тут наклон. Ну, держит. Ну, течение близко. И вода испаряется, все равно температура ниже. И чувствуется рукой, что холоднее, чем снаружи. Атмосферная температура. Ждите завтра. Завтра домой.